Менавіта арганічныя фермеры, на думку многіх вучоных, выратуюць зямлю і накормяць чалавецтва. Кансалідаваць іх на беларуска-украінскім прыграніччы задача рэгіянальнага кансультацыйна-адукацыйнага цэнтра. З беларускага боку займацца праблемамі фермераў будуць у Полесскім універсітэце. Команда проекта ставит перед собой задачу, во-первых, консолидировать фермеров, во-вторых, установить деловые контакты между нашими фермерами и украинскими, у которых есть уже побольше опыта органического производства. Мы будем ездить на плантации органические в Украину, а украинские фермеры будут приезжать к нам. Кроме того, мы будем проводить тренинги и мастер-классы по органическому производству ягодных культур на землях мелиорированных. Команда проекта очень воодушевлена. Сегодня у нас первое мероприятие, и мы надеемся, что оно не будет комом, что мы сможем действительно предложить интересные инициативы нашим фермерам. На украінскім рынку арганікі каля 800 аператараў, у Беларусі значна менш. Затое тут вельмі развітыя ягодныя культуры. Именно зона Полесья, она предназначена для такой специфической культуры, может быть и жимолость, или голубика, или другие культуры. И в этот регион именно как бы ягодным раем, в таком даже понимании. И вот объединение этих двух стран, усилий двух наших вузов, я думаю, даст хороший результат. У рэгіянальны цэнтр па дапамогу могуць звяртацца як фермеры са стажем, так і тыя, хто толькі збіраецца папоўніць іх шэрагі. Мое фермерское хозяйство совсем молодое, то есть я еще не начинал не садить. То есть я в рамках этого проекта хочу научиться на экспорт, хочу производить свою продукцию. По моим данным, украинская сторона является одним из самых крупных поставщиков грецких орехов в Европу. То есть мне этот семинар очень интересен, то есть есть люди, с которыми можно обменяться опытом, чему-то у них научиться по выращиванию грецких орехов. Полесскія фермеры атрымаюць не толькі карысны вопыт, але і магчымасць сертыфікаваць сваю вытворчасць па стандартах ЕС, а значыць і выхад на заходнееўрапейскі рынок.